Еще несколько дней назад здесь стоял дом семьи Курсеитовых. Несчастье произошло 4 августа около 5 часов вечера, когда в доме была только хозяйка. Муж на работе был, сын тоже по делам отлучился. Дочка в магазин пошла, невестка у мамы была. А я по дому стирала, кушать готовила. Пошла на 5 минут, здесь рядышком у нас сад, перебить корову. И получается уже, когда я ее перебила, шла домой, это вот 5 минут буквально, увидела, что дымит. Думаю, наверное, опять кто-то мусор палит. Стала подходить, смотрю, с моего дома. Я побежала. Когда уже стала подбегать, увидела, что с двери валит дым, и на крыше немножко струйки. Я мгновенно забежала домой, потому что думала, вдруг кто-то вернулся, зашел домой. Открыла дверь, и в этот момент вспыхнула над окном в доме. Я выбежала, потому что посмотрела, что в доме никого нету. Тут вспомнила, что документы. Но когда уже второй раз забежала, оно начало по потолку, и загорелся уже работающий холодильник. Пожар произошел из-за замыкания электрической проводки. За считанные минуты пламя охватило весь дом. Соседи и несколько пожарных машин боролись с огнем, но сохранить ничего не удалось. В результате пожара семья Курсеитовых лишилась не только крыши над головой, но и всего нажитого за многие годы имущества и документов. Пока я пришла, дом уже горел вовсю, вспыхнул сильно. Уже такой стоял огонь, это невозможно смотреть. Все сгорело. Что было в доме? Там они ремонтик прикупили, мебель, там невестка должна родить. Небольшой ремонт сделали, 2 холодильника, стиральная машина, мебель, там кровати, в зале мебель стояла. Все сгорело, все. Ничего не осталось, было. Семье на помощь пришли неравнодушные односельчане и волонтеры. За несколько дней разобрали остатки сгоревшего дома и частично помогли со строительными материалами. Всем спасибо большое, кто протянул руку помощи, конечно. Сразу среагировали, сразу стали подходить, сразу помощь оказывать. Волонтер Сиран Саулсон очень огромную помощь оказал. Цемент, доски, все среагировали. Саулсона на первое время хоть заливать уже бетон, уже какая-то помощь есть от людей. Семья надеется до наступления холодов построить хотя бы пару комнат, но теперь даже малыми средствами они не обладают и просят всех неравнодушных помочь справиться с этой бедой и обрести вновь крышу над головой. Дорогие односельчане, ватандашларам, просьба к вам, чем можете, пожалуйста, помогите дочке. Помогите зятю хоть до зимы, хоть 2 комнаты под крышу и 2 комнаты поднять. Хотя бы где им зиму перезимовать.